Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие зрители, добрый вечер, Олег Владимирович. Большое вам спасибо, что вы нашли время и возможность уделить нам в нашем видеоблоге свое драгоценное время. Я хочу прежде всего извиниться за небольшую задержку выхода в эфир нашего видеоблога. Это бывает по техническим причинам. И давайте начнем. Олег Владимирович, для наших зрителей, для наших читателей очень интересно было бы поближе с вами познакомиться, как вы попали вообще в Эрбиль, и когда-нибудь вы вообще думали, что попадете вот в этот регион, и что вы знали о курдах, о Курдистане вот до назначения на эту должность? Прежде всего, я хотел бы поприветствовать читателей и зрителей уважаемого информационного портала РИА ТАЗа, портала о курдах, о Курдистане, приветствовать из Эрбиля и пожелать всем всего самого доброго, крепкого здоровья в это непростое время пандемии. Благодарю вас, Юрий Шамилевич, за возможность пообщаться с вами. Мне всегда это приятно, поскольку наши отношения имеют долгую историю. Вот, и мы знакомы с вами уже многие годы. Я был назначен генеральным консулом России в Эрбиле в марте прошлого года. Я сюда приехал и начал с этого периода времени здесь работать. Прошло уже год и 4 месяца, как мне приходится здесь работать, и я очень рад такой возможности. Что касается моего предшествующего опыта, я прежде всего работал на ближневосточном направлении, в частности в таких странах, как Египет, Ливан, Йемен. Последняя до приезда в Эрбиль должность была советник-посланник посольства России в Иордании. Работал на арабском направлении и в Министерстве иностранных дел. Без сомнения, для меня этот регион, я имею в виду иракский Курдистан, был знаком, но и не знаком. Некоторые сложности были связаны поначалу с отсутствием знания курдского языка. Но, тем не менее, постепенно удалось это преодолеть. Сейчас я изучаю курдский язык, правда, успехи пока весьма скромные, но надеюсь, что мне удастся, может быть, через некоторое время говорить и на курдском диалекте Сурани. Спасибо. Олег Владимирович, как вы сказали, вы уже вот год и 4 месяца в Эрбиле, в Курдском автономном регионе Ирака. И очень интересно вот ваши впечатления о Курдистане, о его людях, где вы успели побывать, и какие отношения у вас сложились вот с курдскими лидерами. И мне как курду Езиду очень интересно, имеете ли вы связи с Духовным советом езидов вот, в Ираке? Я приехал в Эрбиль в интересное время. После выборов, которые прошли здесь, в Курдистане, был сформирован парламент. Потом произошли выборы президента Ничирвана Барзани. Была его торжественная инаугурация в начале июня прошлого года. Затем было сформировано правительство во главе с Масруром Барзани. И процесс дальнейшего политического развития приобрел серьезную динамику. По поводу
контактов у нас имеются неплохие рабочие контакты и с администрацией президента, и с руководством основных министерств и ведомств Курского автономного района, которые мы поддерживаем в интересах того, чтобы делать конкретные дела. Об этом мы поговорим немножко позже по различным аспектам взаимоотношений в сфере экономики, культуры и гуманитарной сферы. Что же касается впечатлений, это интересные люди. Курды – народ динамичный, курды – народ образованный, который владеет не только курдским языком, но и английским языком, владеет арабским языком. Они открыты миру. Они заинтересованы в современном развитии. И этот вывод, который я сделал, после определенного времени пребывания здесь, в Кыргызстане. Мы поддерживаем отношения с различными политическими, общественными структурами, в том числе и с религиозными структурами. У меня в конце прошлого года состоялась интересная поездка в Дахук. Я посетил Лалиш, встречался с представителями Египетского совета и многое подчеркнул для себя. Я думаю, что динамика была бы больше, если бы не вмешался коронавирус. Но это, к сожалению, глобальное бедствие, глобальная пандемия, и мы должны ее пережить совместно. Спасибо. Сейчас вот таким к основным вопросам, в частности, что представляет из себя ваш консульский округ и его особенности этого округа вашего консульского? Что касается Генерального консульства в Эрбиле. В 2006 году между правительством Республики Ирак и Российской Федерацией было заключено межправсоглашение об открытии Генеральных консульств. На основании этого соглашения было открыто Генеральное консульство России в Эрбиле в 2007 году и чуть позднее в Басре. В Басре еще в советский период времени существовало Генеральное консульство Советского Союза, но после войны в заливе 1990-1991 году оно было закрыто и долгое время не функционировало. Соответственно, у иракской стороны на основании этого соглашения имеется право для открытия 2 генеральных консульств в Российской Федерации. В 2007 году, как я уже отметил, консульство России начало функционировать в Курдистане. У нас это было 2-е консульство в этом регионе. Первое открыл Иран за год до этого в Сулеймане. В настоящее время здесь работает порядка, в Эрбиле работает порядка 35 консульств, консульских агентств, филиалов посольств, представителей международных организаций, которые непосредственно поддерживают связи с руководством Курского автономного района. Наше консульство, оно играет важную роль, прежде всего, непосредственно на консульском направлении. Мы выполняем все виды консульских услуг: визы, паспорта, легализация документов, нотариальные действия и довольно большое количество людей, которые к нам обращаются. Помимо тех граждан Ирака, которые проживают на севере страны, в Курском автономном районе, мы принимаем также других граждан Ирака из центральных районов страны, а также с юга. К нам обращались за консульской помощью и за визами граждане Ирака в провинциях Басра, Мейсан, Дикар и других. И мы старались сделать
в рамках наших возможностей и на основе российского законодательства необходимую работу. Спасибо за ваши ответы. Вот такой вопрос. Каковы задачи Генконсульства в сфере общественно-политической деятельности и как развиваются отношения между Москвой и Эрбилем вот во всех областях, вот, в частности в политике, в области культуры, образования, науки? Вот как сегодня обстоят дела в этих... Вы, скорее всего, вы лучше всего знаете вот эти... Ну, всю картину нам, если вы расскажете, мы будем благодарны вам. Спасибо. Это важный вопрос. В задачу нашего генконсульства, помимо чисто консульской работы, также входит работа на других направлениях по развитию наших связей в области экономики, культуры, гуманитарного сотрудничества, по поддержке тех усилий, которые прилагают стороны для развития политического диалога и контактов между Курдистаном и Российской Федерацией. Что бы я хотел сказать, и это важно подчеркнуть, что между Курдистаном и иракским Курдистаном и Российской Федерацией сложились традиционно дружественные отношения. Они базируются на своей истории. И вообще вот за вот тот период времени, который здесь провел, я понял для себя следующее, что курдский народ помнит добро. Добро, которое было сделано. И это вот переходит в аспект исторической памяти, которое молодое поколение также принимает для себя. После поражения Мехабадской республики в 1946 году отряды министра обороны Мустафы Барзани вместе с его сподвижниками ушли с территории Мехабада и достигли Советского Союза. Пребывание Барзани вместе с подвижниками в Советском Союзе было почти 12 лет. 12 лет, когда молодые курдские воины учились в России, в Советском Союзе, обзавелись там женами, у них появились дети. И они затем, после того, как монархический режим в Ираке пал, в 1958 году получили возможность вернуться в Курдистан, в иракский Курдистан. И это, в общем-то, аспект исторической памяти, который оказал воздействие на дальнейший подход к отношениям к Советскому Союзу и к Российской Федерации в дальнейшем. В области политической следует подчеркнуть, что у нас развиваются связи в политической области. В 2013 году состоялся первый визит в Российскую Федерацию бывшего президента Курдского автономного района Масуда Барзани. Он был принят президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И другие визиты. Нынешний президент Ничирван Барзани приезжал в Россию неоднократно в том качестве, когда он был премьер-министром. Были встречи с нашим президентом и на полях Санкт-Петербургского экономического форума. В 2018 году Ничирван Барзани участвовал в параде Победы на Красной площади. В прошлом году, в октябре, состоялся визит сюда, в Эрбиль, в рамках поездки в Республику Ирак министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Вот были очень полезные контакты с президентом, с премьер-министром, с историческим лидером Масудом Барзани. В начале этого года, в феврале, на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр Лавров встречался с премьером Масудом Барзани.
Динамика, безусловно, такая значимая, поступательная, она имеется. В наших отношениях важен и сегмент сотрудничества и помощи, в частности, в сфере образования. Российская Федерация ежегодно представляет 30 стипендий Курскому автономному району Ирака для учебы по госстипендиям в бакалавриате, магистратуре, ординатуре, аспирантуре. И это, в общем-то, значимый такой элемент поддержки и помощи. Наши стипендии, предоставляемые России, востребованы в сфере инженерных наук, в сфере медицины. И это работает на сближение, на проявление высоких стандартов нашего образования здесь, в Арабском Курдистане. Интересен тот факт, что, например, в прошлом году студенты Московского государственного лингвистического университета впервые, насколько мне известно, за последние 5-7 лет приезжали на стажировку в университет Салах-ад-Дин, Архидский университет, крупный госуниверситет, где они изучали курдский диалект курдского языка курманджи. Возможности для этого, безусловно, имеются. Помимо госстипендий, курдские студенты из Ирака приезжают в Российскую Федерацию для учебы по коммерческой линии. Их число не такое, правда, значительное, но ежегодно, если брать по прошлому году, параметры заездов новых студентов в Россию от 60 до 70 человек ежегодно. В сфере гуманитарной, без всякого сомнения, мы пытаемся пропагандировать российскую культуру. Возможности, правда, для этого иногда бывают ограничены. Однако работаем над установлением прямых связей между университетами, работаем над вопросом о побратимских отношениях, в частности, со стороны университета ПОЭ была предложена инициатива установления побратимских отношений между Эрбилем и Екатеринбургом. Правда, вот вмешалась пандемия, и процесс у нас застопорился, но надеемся, что мы продолжим работу на этом направлении. Еще раз спасибо, Олег Владимирович. А вот то, что касается экономической сферы, сотрудничества Курдского автономного района с Россией. Вот мы знаем, что там энергетические наши гиганты, Газпромнефть и Роснефть работают там. Если можно там поподробнее рассказать, да, об их деятельности. И вообще, есть ли еще там, какие еще российские компании работают там, и есть ли среди них вот компании малого среднего бизнеса? И вот вообще в чем вы видите потенциал развития вот этих отношений экономических между Россией и Курдским автономным регионом? И очень такой вопрос, который всегда мне вот задают, рассматривается ли вопрос о том, чтобы организовать прямые рейсы из Москвы, в частности, в Эрбиль? Экономическое направление – это очень важное направление, которому мы уделяем должное внимание. Все знают о наших крупных нефтяных флагманах «Газпромнефть» и «Роснефть». Они работают в Курдистане. В 2012 году приступила к работе «Газпромнефть», и в 2018 году «Роснефть».
Газпромнефть осваивает месторождение в районе Гармидяна, это провинция Сулеймания. Там открыты 3 месторождения и добывается нефть. Ну, о цифрах точных я сейчас затруднюсь вам сказать, но динамика продолжается, динамика позитивная, несмотря на, в том числе и на пандемию. Осенью планируется открыть 4-е месторождение Саркала-4, тем самым инвестиционные мощности компании по-прежнему значительные здесь. Это партнерские отношения, причем все основано на разделении доходов. В основе лежит соглашение о разделе продукции. «Газпром» нефть выступает как значимая социально ориентированная компания. Она предоставляет рабочие места для жителей тех районов, в которых происходит освоение нефтяных месторождений. Она вкладывает средства, в том числе в строительство местных госпиталей, предоставляет дополнительные возможности, в том числе финансовые возможности для развития, для строительства школ, предоставляет стипендии тем курдским специалистам, которые хотят получить образование в нефтяной сфере в российских вузах. И это серьезное направление. Здесь работает Роснефть, но она преимущественно в Дахуке и в Эрбиле. Имеется и совместная компания, которая называется Курдистан Пайплайн, совместная, так сказать, курдско-российская. Российская доля сегмента – это Роснефть. Компания увеличивает свой персонал и перспективы в Курдском автономном районе, как отмечают ее представители, имеются. Что же касается среднего бизнеса, мелкого бизнеса, здесь, безусловно, имеются проблемы. Дело в том, что для инвестиционного вхождения в Курдистан необходимо нести, как и во всем Ираке в целом, расходы на безопасность. И это довольно значительный компонент затрат, которые необходимо предпринимать. Поэтому, что же касается других секторов, а возможности здесь имеются, я имею в виду водные ресурсы, энергетика, сельскохозяйственная сфера, то пока российские компании, в общем-то, изучают эти вопросы, но активности на этом направлении пока мало. Что же касается контактов между торгово-промышленными палатами. В прошлом году, в сентябре месяце, крупная делегация торговой палаты Эрбиля посетила Москву. С торгово-промышленной палатой города Москвы были проведены встречи, был подписан протокол о сотрудничестве, и следующие, так сказать, встречи должны были состояться в мае-июне здесь, в Эрбиле, с конкретными проектами сотрудничества, инвестиционными проектами, но опять глобальная, так сказать, пандемия испортила все планы. Спасибо еще раз. Ну вот... Простите, пожалуйста, не ответил на вопрос о сообщении. Да. Безусловно, это очень важный вопрос. Мы тоже работали над ним, вот, но здесь имеются некоторые сложности. Заинтересованность в прямом сообщении между Москвой и Эрбилем, безусловно, есть. Если брать прямой рейс отсюда до Москвы, то это 3,5 часа. В реальности, чтобы добраться до Москвы, приходится тратить значительно больше, поскольку транзитными остановками являются Стамбул, Доха, Оман,
и другие столицы арабского мира. Мы не говорим про европейские столицы. Однако вопрос, связанный с регулярным сообщением, это вопрос прежде всего и преимущественно межправительственных соглашений. В случае, если такие соглашения будут достигнуты или поправки к действующим соглашениям, то это вполне можно организовать. Но для этого нужна помимо экономической выгоды и заинтересованности, нужна еще и политическая воля. Мы надеемся, что с иракской стороной эта воля будет проявлена. Да, вот это действительно очень важный вопрос, потому что для расширения связей между Россией и Иракским Курдистаном действительно вот это вопрос о доступности, да, вот о связях, транспортных связях, это, конечно, очень важный вопрос, там, в том числе и экономических связей. Олег Владимирович, я хочу еще такой вопрос вам задать. Вы уже как-то отметили в своем выступлении, что многие жены тех бойцов из отряда легендарного Мустафы Барзани, они и до сих пор, как я знаю, они живут в этом регионе. И если у вас связь с ними, и кроме этого, мы знаем, что еще в советское время очень много студентов обучалось в российских вузах. И вот какие у вас взаимоотношения с вот с этой категорией жителей Иракского Курдистана? Спасибо, это очень важная такая гуманитарная тема, которая, ну, как бы свидетельствует о наших исторических корнях. По приезде сюда, в Курдистан, я познакомился с российскими гражданками, которые вышли замуж за тех курдских бойцов, которые вместе с Мустафой Барзани находились в Советском Союзе. Они встречались, они знакомились в разных городах. Прежде всего, это был Казахстан, Узбекистан. Среди тех жен барзанистов были выходцы, женщины-выходцы с территории Крыма, крымские татарки, представители других национальностей Советского Союза. У них сохранились довольно теплые отношения в нашей стране. Они передали это детям. У меня здесь недавно произошел такой интересный случай. Мне надо было пойти к врачу в местный госпиталь. И когда я пришел, и мне сказали, вот, обратиться к конкретному специалисту, который начал со мной говорить по-русски. Русский язык он знал плохо, но он, пообщавшись по всем медицинским вопросам, сказал: денег я с вас не возьму, потому что у меня мать познакомилась с моим отцом в Советском Союзе. Я не получал образование в России, я получал русскую культуру и семью. И поэтому отношение к русским у меня особое. И это встречается здесь довольно часто. Спасибо. Ну, сейчас такой вопрос. Мы все очень внимательно следим за теми отношениями, которые сложились между Эрбилем и Багдадом. Они, как мы знаем, довольно сложные. И мне интересно вот вашу оценку этих отношений и что может Россия сделать для нормализации, или делает Россия для нормализации этих отношений? Вопрос серьезный и вопрос крайне важный для жизни автономии, курдской автономии в Ираке. Здесь надо
заглянуть в недавнюю историю. Лето 2014 года. Это нашествие ИГИЛ. В июне взят город Мосул. ИГИЛ распространяется по территории Ирака. Провинция Анбар практически захвачена ИГИЛ. ИГИЛ приближается к Эрбилю. ИГИЛ захватил Киркук. Это лето 2014 года. Это злодеяние ИГИЛ в отношении Синджара, жителей Синджара. Это уничтожение, разграбление церквей в городе Мосул. И это действительно такой важный судьбоносный момент. Только благодаря мобилизации сил, отрядов пешмерга, к которым примкнули иранские добровольцы, партия Демсоюза Сирии, где большинство, без сомнения, были курдами, а также другие силы удалось отбить, а затем и, в общем-то, очистить территорию иракского Курдистана от ИГИЛ. И отсюда, безусловно, пошло общее наступление, и в конце 2017 года бывший премьер-министр Ирака Аббади заявил, что с ИГИЛ в Ираке покончено. И этот момент был значим и решительным. После этого между центральным правительством и Эрбилем была достигнута договоренность об изменениях финансирования автономии. А именно, договоренность 2019 года, прошлогодняя, заключалась в следующем. Эрбиль ежедневно передает компании СОМО, это государственная компания, нефтяная компания Ирака, 250 тысяч баррелей в сутки в обмен на финансирование автономии в размере 12,67 бюджета, федерального бюджета. Это была общая договоренность. Но вопрос о реализации договоренности – это уже, так сказать, конкретная практическая работа. И здесь с разных сторон имелись разные претензии. Не всегда выполнялись обязательства как с одной и с другой стороны. Поэтому вот эта проблема по-прежнему остается. Проблема сегодняшнего дня следующая. И здесь виновата не только пандемия, а падение мировых цен на нефть. Ирак, как член ОПЕК, в рамках Венской договоренности в апреле этого года достигнутой по снижению квот, как Ирак, так и часть Ирака, иракский Курдистан, обязан снизить производство нефти и ограничить экспорт этой нефти. Вот это привело к дополнительным сложностям, которые имеют, ну, я бы сказал, долговременный характер. Но, в общем-то, после того, как в Багдаде было сформировано новое правительство, имеется оптимизм, ведутся переговоры, вопросы решаются, и компромиссы пока удается находить. Спасибо. Ну, как известно, Олег Владимирович, вот в Курдском регионе вы рассказали вот о тех действиях, которые ИГИЛ Даиш совершал в недалеком прошлом, и скопилось очень большое количество беженцев. Вот нам, как вот курд, вы знаете, что в России очень большая община курдов-езидов, и они очень озабочены судьбой вот этих людей, беженцев, которые находятся в лагерях. Вы, наверное, знаете, что вот когда вот эта трагедия в Синджаре случилась, многие граждане России курдской национальности, они очень активно помогали. В частности, я хочу напомнить о той большой помощи, которую депутат нашей Думы Зенухан Муцоев и его семья оказали
езидам, беженцам. И вот какова сейчас их судьба, вы имеете ли контакт с ними? И в частности, вот еще напомню, что и Россия в тот период тоже оказала посильную гуманитарную помощь этим людям. А вот как сейчас вот обстоят дела в этих лагерях, и может ли Россия ну, также вот так, в данный момент, вот в наше время тоже какую-то помощь оказать вот этим людям? Важный вопрос. Дело в том, что нашествие ИГИЛ привело к большим движениям населения в Ираке. Прежде всего, это внутренне перемещенные лица, то есть граждане этой страны, которые перемещались в поисках лучшей доли, в поисках сохранения своей жизни и жизни своих детей. Основные перемещения в Ираке произошли в сторону Курдского автономного района, где было более безопасно. В настоящее время в Курдистане, ну, как заявляют местные власти, на их бюджет ложится нагрузка в обеспечении 1,5 миллиона тысяч беженцев и внутренне перемещенных лиц. Они живут как в лагерях, так и в местных сообществах. Здесь на территории Ирака, северного Ирака, в частности, в Курдском автономном районе, находится 10 лагерей. 2 из них преимущественно для беженцев, а остальные преимущественно для внутренне перемещенных лиц. Что касается категории беженцы, это сирийские беженцы, в том числе и беженцы новой волны, беженцы периода от октября 2019 года с северо-востока. Часть из них, большая часть, находится в лагере Бардараш и немного в лагере Гавилан. Они находятся под покровительством Управления Верховного комиссара по делам беженцев. Безусловно, идет ООНовская помощь, но большое бремя несет местный бюджет, поскольку значительная часть беженцев пребывает в местных сообществах и, соответственно, трудятся, ну, задействованы, по крайней мере, в производственной и торговой и прочие другие сферы. Что касается езидов, я вспоминаю, Юрий Шамилович, наше обсуждение, которое состоялось в МИДе России в августе 2014 года, когда очень остро стоял вопрос о курдах-езидах Синджара, о тех злодеяниях, которые были совершены в отношении них. И на той встрече депутат Муцоев, вы, другие представители российской езидской общины, представители, если не изменяет память, Ярославля, Краснодарского края, живо говорили о необходимости оказания помощи. Потом был сформирован фонд поддержки, и помощь такая была оказана. В частности, и по линии государственной была оказана помощь, и был направлен самолет сюда, в иракский Курдистан. На сегодняшний день ситуация более спокойная, однако тенденция последних лет – это переселение езидов в европейские страны. На фоне тех миграционных процессов, которые идут, вообще курды иракского Курдистана и курды-езиды, то многие курды-езиды уезжают, в том числе из Синджара, в том числе и из других мест. Но это
в общем-то, объективные тенденции. Что касается помощи, ну, это вопрос, без сомнения, требует проработки. Но в Генеральное консульство от езидской общины, езидского совета в Лалише не поступало подобных обращений, поэтому ну, пока я более подробно и детально прокомментировать это не могу. Вот. И еще, Олег Владимирович, спасибо, вы очень так подробно и детально, ну это само собой разумеется, вы там на месте лучше знаете, лучше видите. Вот я хочу еще такой вопрос от вас, ответ услышать. Вот, многие жители Курдского автономного региона, они желают посетить Россию по разным причинам. Вот, в частности, и ко мне обращались по там, медицинским, там, просто приехать там как туристы к знакомым. И очень многие вот, из курдской диаспоры России тоже имеют желание приехать в Курдский автономный регион, но тут связано с визами. Очень сложно вот эти получать визы. И вот, можно ли как-то облегчить вот это получение виз и вот этот взаимные поездки как из Курдистанского региона, так и из России в Курдистанский регион? Вопрос, который вы задали, мне постоянно задают. Причем как представители властных структур, так и простые жители иракского Курдистана. Дело в том, что в соответствии с международной практикой все визовые соглашения, это устанавливается в них принцип взаимности, и это регуляция в рамках государства. То есть на основании межправительственного соглашения достигается облегчение в различных вопросах. Пока такого соглашения с Ираком не подписано. Но, насколько мне известно, иракские власти особого интереса пока к этому не проявляют, хотя я не берусь это утверждать 100%. Что касается вот таких семейных, культурных, ознакомительных поездок. Ну, это как бы поездки по частным вопросам, по частным приглашениям. Туристические поездки. Здесь надо разделить как бы на две категории. Ознакомительный туризм. Вот насколько я понял по пребыванию здесь, по тому периоду, который я здесь провел, местных курдов интересуют такие поездки. Их интересуют не только встречи с курдами России, их интересуют и поездки с познавательными целями. Познакомиться с нашей страной, посмотреть достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, посмотреть Золотое кольцо, съездить в Ярославль, в другие города, поехать в Сочи. Однако наиболее оптимальной схемой, как мне здесь представляется, было бы создание влиятельных, крупных операторов в Курдистане, которые бы установили прямые связи с крупными российскими компаниями, ну, такими как Тест-тур, Coral Travel, я беру вот такие понятия, которые могли бы сорганизовать схемы подобных перемещений, чтобы обеспечить проработку всех вопросов от авиабилетов, нахождения в гостиницах, культурные программы и так далее, и так далее. И так далее. Вот над этим направлением, я думаю, стоит поработать всем. И с российской стороны, и с курдской стороны. Что же касается вот приглашений, то в основном такой порядок и существует. Это частные приглашения, когда люди оформляют приглашение для курдов иракских через МВД, и, соответственно, на основании этого приглашения человек получает визу
в Генеральном консульстве или консульском отделе посольства России в Ираке и направляется в Россию на определенный период, который запрошен для такой поездки. Без сомнения, логика в дальнейшем подскажет, каким образом можно оптимизировать эти схемы, но пока регуляция сегодняшнего дня сохраняется. Спасибо. Тут Олег Владимирович вам передает большой привет, исполняющий обязанности представителя значит, Курдского автономного региона в России Банар Мустафа. Очень приятно, очень рад. Взаимно. Да. И, наконец, Олег Владимирович, мы знаем, что сейчас вы тоже несколько раз коснулись этой темы в Курдистане и вообще во всем мире, вот эта пандемия коронавируса. Как там у вас обстоят дела? И, естественно, это, конечно, мешает такой нормальной работе. Я просто прошу, берегите себя. И если вы нам расскажете, что там сейчас в этом отношении происходит, я вам буду очень благодарен. Это, безусловно, на сегодняшний момент серьезный вызов местным властям. Вот передо мной лежит бумага с цифрами на сегодняшний день. По информации, я зачитаю некоторые цифры. По информации Министерства здравоохранения Курдского автономного района, за вчерашние сутки здесь выявлено новых 653 случая заболевания коронавирусом и 50% в провинции Эрбиль. В абсолютных цифрах 398 человек. В Дахуке 88, в Сулеймане 60, в Халабже 16. Всего с начала пандемии, с марта этого года, в Курдистане заболели 18 200, вылечились 10 400. Скончались 670 человек. Относительно ситуации в Ираке в целом, может быть, ситуация выглядит несколько более оптимистично. Однако цифры говорят за себя. По-прежнему продолжается заболевание. Если раньше в основном, скажем, месяца полтора назад тревожные сводки приходили из провинции Сулеймания, то сейчас все это переместилось в Эрбиль. Местные власти довольно серьезные меры предприняли. Жесткие ограничения на перемещение и по городу, между провинциями, закрыты границы. В настоящее время нет регулярного сообщения из Эрбиля, авиационного сообщения из аэропортов Сулеймания и Эрбиль. За исключением некоторых чартерных рейсов. Кстати, хочу сказать, что во многом благодаря нашим флагманам в сфере нефтедобычи, Роснефти и Газпромнефти, которые организовали чартеры для ротации российских нефтяников, российских буровиков, удалось и отправить всех российских граждан, которые, в общем-то, оказались здесь, в Курдистане, в связи с закрытиями транспортного сообщения, а также некоторых граждан России, которые постоянно здесь проживают. И это, в общем-то, такая вот помощь реальная. Для российских граждан это было бесплатно, которую оказала российская компания, сопоставав, соответственно, чартерные рейсы авиакомпании Redwings. В основном меры правительства, регионального правительства, как мы видим и как это рассматривает в миссии ООН по оказанию содействия Ирака, они в правильном направлении, работа идет, все больше охватывается тестированием по современным методикам жителей Курдистана. Но чем больше идет охват тестированием, тем больше, к сожалению, выявляются случаи заболевания. А вы само
консульство какие-то меры приняло для вот как бы защиты своих сотрудников? Ну, во-первых, это мы работаем как государственное учреждение Российской Федерации в соответствии с теми указаниями, которые мы получаем из Министерства иностранных дел. Мы сейчас не выдаем визы на поездки в Российскую Федерацию. Мы сейчас не ведем консульские приемы, и все контакты с российскими гражданами, ну, кроме таких исключительных случаев, осуществляются по телефону, по электронным средствам связи. Что возможно, мы делаем. Однако, ну, определенные ограничения, ну, так сказать, наложили на весь наш персонал. Крайне сокращены выходы и выезды в город. Но пока это, в общем-то, дает свои результаты. Спасибо, Олег Владимирович. Ну, напоследок, может быть, мы какие-то вопросы упустили. Вот вы сами, что бы хотели, значит, вот, что хотели бы сказать нашим зрителям? Вы знаете, мы поговорили по разным аспектам, но хотелось бы еще раз сказать, что к нам здесь, я имею в виду к сотрудникам Генерального консульства России в Эрбиле, весьма благожелательные отношения. Мы находимся, ну, как бы в фоне работы наибольшего благоприятствования, к России здесь сохраняется чувство симпатии по многим вопросам. И то, что, например, российские эконом-операторы не вывели свой персонал во время того, когда все другие компании уходили. И может быть то, что у нас имеются наработки в области сотрудничества. И это, безусловно, значимо. Мы, конечно, пользуемся этим и готовы дальше работать в интересах укрепления связей, человеческих связей между курдами иракского Курдистана и гражданами нашей Российской Федерации. Спасибо вам большое, и большое спасибо за то время, которое вы уделили Генеральному консульству, вот, за те вопросы, которые задали. Я думаю, что ответы на них, ну, были в чем-то представляли интерес для вашей аудитории. Спасибо, Олег Владимирович. Вы знаете, я вспоминаю слова первого генконсула в иракском Курдистане Вагифа Гареева на одной из наших встреч на круглом столе. Он сказал, что для него вот те годы, которые он работал в иракском Эрбиле, были самыми, так сказать, счастливыми в его дипломатической карьере. И я хочу вам тоже пожелать, чтобы вот те годы, которые вы проведете в иракском Курдистане, для вас были бы значимыми вот, в вашей дипломатической карьере. Большое вам спасибо за уделенное время. Я думаю, что мы периодически, время от времени, когда будут накапливаться вопросы, будем вот так общаться. Это будет интересно для всех наших зрителей. Потому что, знаете, очень, к сожалению, очень, ну, информация о деятельности, значит, нашего генконсульства в иракском Курдистане для вот русскоязычной аудитории нашей здесь в России, она, ну, не так много. И особенно информация о тех людях, которые вот эту деятельность проводят. Большое-большое вам спасибо еще раз за вот это уделенное время. И надеюсь, мы не раз еще встретимся и в Москве, и в Эрбиле. Спасибо большое за эти добрые слова. Я желаю вам и всем слушателям, зрителям, читателям
вашего интернет-издания РИА ТАЗа. Всего самого доброго, крепкого здоровья, которое столь необходимо в наше непростое время. Спасибо большое. Спасибо.